Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. В нашей передаче мы говорим о том, какую помощь могут оказать очевидцы дорожно-транспортных происшествий пострадавшим. В Чувашской республике за 2016 год зафиксировано 720 412 нарушений правил дорожного движения, причем 62% из них за превышение скорости. За 2016 год произошло 1429 аварий с пострадавшими, 171 человек погиб, 1835 человек получили травмы. При этом на 36% возросло количество серьезных дорожно-транспортных происшествий из-за проезда перекрестков на красный свет. На 1/3 выросло количество наездов на препятствия. Слово «автокатастрофа» или же на врачебном сленге «авто» магическое во всех отношениях. Услышав его, врачи-экстренники испытывают священный ужас вперемешку со злостью, потому что авто заставит работать быстро, неописуемо быстро, и слишком часто труды медиков рано или поздно увенчаются написанием посмертного эпикриза. Злое слово «авто» выдергивает всех врачей, медсестер, санитарок со своих мест и гонит к перепачканному в крови пострадавшему. Друзья мои, прямо сейчас задайтесь вопросом, насколько часто вы сами тем или иным способом создавали мерзкие ситуации на дороге. Ведь если подумать, у нас у всех за спиной списочек немалый. Никто не любит тошниться в крайнем правом, все любят ветерок и ощущение полета. И лишь у единиц вслед за этими мыслями вспыхивает другая картина. Хирурги и травматологи бросают всех своих тяжелых больных, кубарем несутся в экстренную операционную. И все в самом деле быстро. Очень быстро. Потому что счет именно сейчас идет на минуты. Потому что 16-летний подросток может умирать от внутрибрюшного кровотечения. Потому что пожилая женщина уже несколько минут не дышит из-за того, что разбитые ребра разорвали ей легкие. Потому что молодой здоровый мужик, отец 2 детей, уходит от болевого шока. У него раздавлены тазовые кости, и весь низ его тела превратился в кровавый фарш. Врач никогда не знает, что он увидит там, в шоковом зале реанимации. Время словно замерло и в то же время летит с бешеной скоростью. Сознания нет. Санитары срезают ножницами, сдирают руками измазанную в крови одежду. Перекладываем. Быстрее. Давление низкое. Уже готова система для инфузии, в которой плещутся растворы. А разойдись. Снимок грудной клетки, снимок костей таза, снимок черепа, снимки конечностей. Хорошо, что человек без сознания не чувствует боли. А впрочем, плохо, очень плохо. Давление продолжает падать. В операционную. Быстро, очень быстро. Не все дослушали до этого места. Вам страшно, вам неприятно, но ведь это только самое начало большого горя под названием «авто», случившегося с человеком. Будьте мужественны, дослушайте до конца, чтобы наш труд не пропал даром. Да, повторюсь, для тех, чьи травмы оказались совместимы с жизнью, кого успели вытащить из холодных объятий смерти, на этом этапе все только начинается. Экстренно оперированный пациент с политравмой – это смертельно больной человек, которого с колес распахали широким разрезом, которому отрезали кровоточащую селезенку, долго и мучительно зашивали разорванную печень, выдирали из-за брюшинного пространства разможженную почку, пилили череп, засовывали силиконовые дренажи в грудную клетку, сверлили кости, ампутировали раздавленные конечности. И это все в той или иной комбинации в условиях низкого давления и большой кровопотери. Все достижения фармацевтической индустрии, медицинской технологии, развитой системы донорства не помогут избежать превращения еще недавно здорового человека в дурно пахнущую развалину за очень короткий срок. Развалину, у постели которой сидят мамы, жены, дети, в надежде, что тело откроет глаза и, наконец-то, висящие плетями руки начнут двигаться. Вам снова страшно. Да, пожалуй, пора. Но гораздо страшнее видеть то, во что превращается жизнь человека, перенесшего тяжелое авто. Собственно, жизнь заканчивается, а начинается бесконечное мытарство на костылях, с мочеприемниками, выведенными наружу кишками, бесконечными головными болями. Работа, институт – забудьте. Беременность – вряд ли. Спорт – удел упорных счастливчиков, Паралимпийские игры. Человек прошел через ад, но стал обузой себе, родным, близким и друзьям. Скажите мне честно, стоит ли секундное невнимание, злонамеренное пренебрежение правилами или дешевые понты того, о чем я говорю? Стоят ли они той боли, отчаяния, горя и слез, на которые мы обрекаем в лучшем случае себя, а в худшем – ни в чем не повинных людей? Просто на секунду
На мгновение вспомните то, о чем я говорю, когда возникнет желание полихачить. Быть может, мы спасем чьи-то жизни и судьбы. В нашей передаче принимает участие заведующий травматологическим отделением бюджетного учреждения Канашский межтерриториальный медицинский центр Сергей Александрович Шерня. Сергей Александрович – врач высшей квалификационной категории, награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сергей Александрович – это человек, который принимает непосредственное участие в сохранении жизни и здоровья пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Травматологическое отделение бюджетного учреждения Канашский межтерриториальный медицинский центр является травмоцентром второго уровня Чувашской республики. Мы оказываем экстренную, плановую, неотложную помощь жителям Урмарского района, Янтиковского, города Канаша, Канашского района, Ибреси, Вурнарского района, Комсомольского района при сочетанных и тяжелых травмах. Это дорожно-транспортные происшествия, кататравма, падение с высоты, ну и другие изолированные травмы. Дорожно-транспортные происшествия являются тяжелыми повреждениями. Они сочетанные, как правило, и требуют большого внимания и усилий для оказания медицинской помощи. В год примерно в травматологическое отделение наше поступает порядка 100-120 пациентов. И все зависит, как правило, от того, как правильно оказывается само- и взаимопомощь. И первая медицинская помощь сотрудниками скорой медицинской помощи. Есть правило золотого часа. Если мы в этот золотой час правильно доставим пациента непосредственно в лечебное учреждение, есть больше шансов оказать ему правильную, квалифицированную, специализированную помощь. В передаче также принимают участие студенты медицинского колледжа Семен Зайцев, Сергей Иванов, Владимир Матросов, Алексей Ефимов. Экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля. Если пациент находится в сознании, для этого используются руки участника. Руки проводятся под мышками пострадавшего, фиксируют ее предплечье, после чего пострадавший извлекает наружу. Если пострадавший находится без сознания, при этом одна из рук участника фиксирует его предплечье, а другая рука – нижняя челюсть пострадавшего. Пострадавший с подозрением на травму позвоночника, находящийся в сознании, должен располагаться на твердой, ровной поверхности горизонтально. Пострадавший, у которого отсутствуют признаки сознания, но сохранено дыхание и кровообращение, должен находиться в ожидании прибытия скорой медицинской помощи и на этапе транспортировки в устойчивом боковом положении. Это положение придается для поддержания проходимости дыхательных путей и снижения риска и перекрытия слюной, кровью, рвотными массами или языком. В случаях, если у пострадавшего подозревается травма живота и таза, предпочтительно, чтобы в ожидании медицинской помощи или на этапе транспортировки он находился в положении на спине, согнутыми коленях и разведенными ногами. При этом под коленями должна находиться мягкая опора, свернутая валиком одежда или другие подручные средства. Пострадавшим сильной кровопотерей или возможным признаками шока следует придать горизонтальное положение с приподнятыми ногами, поддерживать ноги в приподнятом положении до прибытия скорой медицинской помощи. При изолированных повреждениях верхней конечности, то нужно использовать туловище пациента. То есть в физиологическом повреждении правую, в смысле давайте верхнюю конечность, мы фиксируем туловище с помощью мягких туров бинтов, чтобы конечность у нас была фиксирована и можно было транспортировать в лечебное учреждение. При повреждениях нижней конечности, тоже с помощью нет уже подручных материалов, лучше использовать здоровую ногу. То есть, если одна здоровая, другая поврежденная, мы просто вместе прибинтовываем. Тоже для транспортировки лечебного учреждения. В тот момент, когда мы беседовали с Сергеем Александровичем, в приемный покой был доставлен мальчик, которого сбила машина на пешеходном переходе. Я после репетитора по английскому шел по пешеходному переходу, и справа меня сбила машина. Но у тебя наушников не было? Нет. Ты не звонил по телефону? Нет, никому. Ты шел спокойно, не бежал? Да, шел спокойно. А машина ехала быстро? Я не знаю. И сразу после того, как сбила, что с тобой произошло? Я упал. И что-то заболело у тебя? Да, голова начала кружиться. Водитель к тебе подошел или нет? Да, подошел. И потом скорая приехала? Да.
Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, когда подъезжаете к пешеходному переходу. А пешеходы, убедитесь в том, что вас автомобиль пропускает. Все как-то забывают, что такой красивый и блестящий автомобиль – средство, представляющее для окружающих повышенную опасность. И какая большая разница между этим торжеством гламура и той кучей хлама, в которую превращается подобное великолепие при дорожно-транспортных происшествиях. А если еще пострадают люди, но чаще всего, даже когда основные причины дорожно-транспортного происшествия установлены, это не приводит к их сокращению. Большинство водителей вновь и вновь наступают на те же грабли. Неисправности автомобиля служат не менее частой причиной возникновения критических ситуаций на дороге. По статистике на 13,6% выросло количество аварий из-за неисправных автомобилей в 2016 году. О том, на что нужно обращать внимание перед поездкой на автомобиле, мы беседуем с мастером производственного обучения по вождению автошколы ДОСААФ города Канаша Александром Александровичем Мартыновым. Перед началом эксплуатации автомобиля нужно убедиться в ее исправности. Для этого нужно не бояться открыть капот, посмотреть, все ли жидкости, уровни жидкостей на месте, завести автомобиль. При работающем двигателе не должно быть перебоев в нем. Автомобиль должен работать ровно, не троить, не глохнуть, заводиться должен спокойно. Вот только после этого можно начать движение и считать автомобиль исправным. Еще хотелось отметить на рулевое управление, чтобы люфтов в рулевом управлении не было, стуков, посторонних шумов никаких не создавалось. Как при автомобиле, когда он находится в стоячем положении, так и когда он находится в движении. Если при движении вы услышали какие-то посторонние звуки, то необходимо остановиться и проверить, посмотреть, откуда этот шум исходит. Если вы сами не можете на месте устранить эту неисправность, то нужно отправляться в специализированный сервис. Если считаете, что вы на этом автомобиле не можете доехать по той или иной причине, то нужно вызвать эвакуатор. Тем самым довести автомобиль до сервиса и там уже посмотреть все технические неисправности автомобиля. Если же неисправность автомобиля была серьезная и вы не придали этому значению, то в скором вы увидите, что оно может вас привести к ДТП. Вот. Тем самым вы можете погубить как свою жизнь, так и жизнь других, испортить свой автомобиль и чужой автомобиль. Вот. Все в зависимости от сложности ДТП. Хотелось бы остановиться на колесах в целом. Какие нужно, как и какую резину нужно ставить. В ходе ДТП очень много автомобилей допускают сход с дороги из-за резины, из-за неправильной постановки резины, протектора. На автомобиле должна быть установлена резина с одинаковым рисунком протектора, но допускается устанавливать на одну ось, дабы на переднюю с одним рисунком, одинаковым на колесах, и на заднюю ось автомобиля тоже с одинаковым рисунком. Не допускается установка на одну ось резины с различным рисунком протектора, так как это может привести к заносу автомобиля, тем самым теряется сцепление с дорогой, и автомобиль попадает в ДТП. Давление в шинах на автомобиле должно быть одинаковое на всех колесах, дабы избежать схода автомобиля с проезжей части и улучшить плавность хода и сцепление с дорогой в зависимости от его покрытия. Если в шинах автомобиля давление очень высокое, это может привести к серьезным последствиям. Одно из колес может лопнуть, и автомобиль может резко выехать в ту или иную сторону. Либо на встречную полосу, либо на свою же полосу, но уже в кювет. Тем самым может возникнуть опрокидывание автомобиля, либо на встречном это может быть столкновение с встречным автомобилем. Как говорилось ранее, неисправность в двигателе играет тоже немаловажную роль. Если при движении автомобиля или при работающем двигателе в двигателе образовался какой-то стук,
то нужно автомобиль заглушить и немедленно открыть капот и проверить, из-за чего он произошел и откуда этот звук исходит. Если вы продолжите движение, на этот стук не обратите внимания, впоследствии это может привести к заклиниванию двигателя в зависимости от неисправности автомобиля. Тем самым может привести к тяжким последствиям на дороге. При заклинивании двигателя останавливается коробка и останавливаются колеса. На скорости это произойдет так, что автомобиль начнет резкое торможение. Тем самым он может попасть в занос и создастся событие, повлекшее за собой ряд происшествий. Фары автомобиля должны находиться в исправном состоянии. Должна быть исправна аварийная световая сигнализация на автомобиле, габаритные огни, ближний свет фар, дальний свет, стоп-сигнал, левый поворот, правый поворот, противотуманная фара, задний ход, аварийная световая сигнализация. Стеклоочистители автомобиля должны быть в исправном состоянии. Вроде нету войны, наши гибнут ребята. Искалеченный в клочья металл рвет их юную плоть. Не гоните, куда же вы гоните, смерть бродит рядом. Что хотите кому доказать и кого побороть? Неужели так важно приехать на полчаса раньше, выжимая всю мощь из железных своих коней? Уходя прямо в небо, оставив земные проблемы, и подчас забирая с собой своих жен и детей. Не рискуйте напрасно, ведь жизнь не прощает ошибок. А тем более зимняя трасса, покрытая льдом. Чтобы стать у дороги крестом с небольшой табличкой, с фотографией в рамке, приваренным мятым рулем. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.